Здравствуйте, в эфире «Вечерняя смена», в студии Алана Гадзацева. Мы подготовили много интересного. Проведите уютный телевечер с нами. Нас можно смотреть не только по телевизору. Прямая трансляция эфиров всегда доступна на нашем сайте iriston.tv, а также мы есть в телевизионных приложениях на смартфон. Цифровое ТВ, Спутник 24, Lime, Light и Все ТВ. Словом, оставайтесь на связи с нами. Спасибо. Однажды вы станете такими взрослыми, что снова начнете читать сказки, сказал Льюис Кэрролл. А каково это — оказаться внутри сказки, стать ее героем, ходить по загадочному лесу, встречать волшебных существ, разгадывать загадки и, в конце концов, спасти настоящую царевну. Квест по мотивам русских сказок провела инициативная группа, в которой были представители общества «Русь», регионального отделения спортивного ориентирования и Центра опережающей профессиональной подготовки. Как побывали в гостях у сказки, расскажут гости нашей студии. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам по такому приятному поводу. Да? Не каждый день можно говорить о сказках, о чем-то позитивном, но вот сегодня такой день. Роман, давайте с вас начнем. Расскажите, как вообще зародилась идея квеста, кто принял в нем участие и само мероприятие. Хотелось бы понять, что, к чему оно было приурочено. Ну, начнем с того, что я являюсь руководителем регионального отделения спортивного ориентирования Республики Северная Осетия. И меня, как данного эксперта, пригласил Центр опережающей подготовки профессионалов принять участие в таком проекте «Подизнай». Это детско-взрослый проект, о котором вам чуть позже расскажет Ксения. Там суть проектов сводится в том, что дети совместно с взрослыми реализуют те или иные проекты. Вот, наверное, Ксения расскажет вам более детально, что за проект «Подизнай», и я вот передам слово, а потом я продолжу. Хорошо, да. Ксения, слушаем. «Подизнай» значит «познавай, действуй и понимай, действуй и знай». Этот проект реализуется в рамках программы Миноборнауки «Приоритет 2030» совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки и Российской академией народного хозяйства. Ребята в командах вместе со взрослыми учатся решать задачи социокультурного развития региона. И основная задача этого проекта — дать возможность и показать регионам модель организации и сопровождения проектной деятельности, вот именно когда ребята работают вместе со взрослыми. Ну, вы сказали вот именно социокультурное развитие. А какие, например, могут быть задачи подобного плана? Ну вот в данном случае это был квест, а какие еще? Вообще там было было 10 команд изначально, более 100 ребят приняли участие в этом проекте, и команды были разные. Это школа блогера, этнокультурного направления, спортивный туризм. Спортивный туризм, предпринимательство, различные направления, где ребята вместе с экспертами и наставниками учились писать проекты, находить проблемы, находить решения разных проблем. И одним из подпроектов вот этого проекта стал тот самый квест по русским сказкам. Да, дело происходило следующим образом. Действительно, было приглашено более 10 экспертов, и ребята, уже порядка 80, наверное, человек, если не больше, они приходили и выбирали, к какому эксперту они идут в команду. Это ребята были в основном 9-10 класс, и вот то, что им ближе, кому-то там ближе действительно школа блогеров, кому-то было ближе предпринимательство, кому-то еще какие-то вещи. И вот к нам пришли порядка 12 человек, по-моему, команда, да. Я был экспертом в этой команде, девочки были наставниками ребят. И на базе спортивного ориентирования у нас возникла идея сделать квест. Но квест, чтобы он был не просто вот
квест какой-то, да, размытый. В дальнейшем, когда мы начали работать, ну, вообще у нас была сначала задача поставлена, мы хотели просто соревнования по спортивному ориентированию. Но когда мы дальше и более глубже погружались в процесс, он разрастался до масштабов просто невероятных. На сегодняшний день суть нашего проекта в следующем. У нас у каждого, во-первых, на территории нашей республики и в стране в целом проживает много народов. В республике это более 100, в стране более 200. И у каждого народа, у каждого этноса есть какие-то свои традиции, обычаи, сказания, легенды. И все это мы решили на примерах русских сказок сделать этот квест. Так как я являюсь зампредседателя Русского национального культурного общества «Русь», мы решили попробовать начать с русских сказок. Да. Потому что в русских сказках заложен большой опыт прошлых поколений и всего остального. И то есть мы придумали сюжет, что у нас Кощей Бессмертный украл Василису Прекрасную, а Иван-Царевич должен ее спасти. И ребята пришли и помогают Иван-Царевичу спасти. То есть, как они помогают? Они ходят по точкам, которые были в нашем случае расставлены в дендрарии. В спортивном ориентировании они называются контрольные пункты. У каждого была карта и компас, у каждой команды была карта и компас, и они должны были найти какие-то подсказки. После того, как они нашли какие-то подсказки, они шли... У нас такой персонаж был Колыван, может быть, многие знают его по мультику «Три богатыря». Такой чуть-чуть сомнительный персонаж, который что-то выменивал, что-то выкруживал. Вот они ему что-то поменяли. Плюс был Соловей-разбойник, тоже меняли. Была Баба-Яга, вот у нас Яна сыграла Бабу-Ягу. Слишком красивая Баба-Яга. Вот. И сюжет был к тому, что они должны были что-то найти, что-то обменять, прийти к Бабе-Яге, и она должна была расколдовать Василису Прекрасную. Данный квест был сосредоточен на том, чтобы это был такой люди не соревновательного характера, а вот наоборот командообразующего. То есть они разделились на 3 команды, потом все соединились и пошли дальше. Ну, получается, цель была у них одна, у всех. Да, у всех была одна цель. И если говорить о проекте в целом, то это вот у нас следующий проект, над которым мы сейчас работаем, это квест по мотивам нардского эпоса. Да, очень интересно. Да, мы хотим взять сюжет, может быть, не из одной истории, а из нескольких историй, да, завернуть его вот в такую красивую... И еще к тому, что у нас мы взяли как бы костюмы, там Баба-Яга была, Иван-Царевич, это тоже придает такой, атмосферу, да, что и детям, и ребятам и интересно. Следующий проект мы хотим взять нардский эпос и его сделать сюжет, пока работаем над этим, я думаю, у нас все получится, все будет хорошо. Суть данного проекта, вот повторюсь, опять же, те легенды, те сказки, те традиции, обычаи, вот эти традиционные ценности, которые есть в каждом народе, завернуть в такую, скажем соревновательно-спортивную форму. Да, соревновательно-спортивное что-то. И плюс того, что еще один момент, что ребята, помимо вот этих знаний о традициях прошлого, они получают навыки, которые им необходимы на природе. Вот у нас там в одном из сюжетов есть, что нам нужно развести костер, чтобы сварить какое-то там зелье, которое что-то может спасти. А в данном квесте у нас была переправа, где ребята познакомились с базовыми какими-то методами спортивного туризма. То есть они в страховочной системе переправлялись через реку к Соловью-разбойнику. Вот. Есть также сюжеты, в которых есть первая медицинская помощь, есть, опять же, навыки работы с картой и компасом. То есть, когда люди приходят на этот квест, они, помимо знаний, они еще и получают навыки, которые им будут полезны в данной жизни, в данном случае на природе. Вот. Ну, то есть получается, что это и такое развлечение, но в то же время и с большой пользой для ребят получить какие-то навыки. Я хотела Яну расспросить. Расскажите, как вам пришлось в роли Бабы-Яги, как на вас реагировали дети, и вообще первый ли опыт у вас выступать вот в такой актерской роли? Опыт был первый.
сыграла Бабу-Ягу. Было очень забавно, дети реагировали очень хорошо, все вживались в роль, и я в том числе в эту роль. А вы были злая или добрая? Нет, я была добрая, я пела, танцевала, смеялась. Такое современное прочтение Да. Бабы-Яги, позитивное. А вообще, вот на ваш взгляд, вот, как вам кажется, что главное дети с собой унесли? Вот какое главное ощущение, впечатление? Как они взаимодействовали между собой в процессе? У них была командная игра, они понимали друг друга, они знали свою цель, что им нужно сделать, они подходили на каждое испытание ответственно, и они знали, что им нужно было спасти Василису Прекрасную, а без команды они бы этого не сделали. И я думаю, что наш квест очень познавателен в том, что дети учатся работать в команде. И когда они уходили от нас, и все хотели вернуться снова к нам и попробовать уже какой-то другой сюжет. Что-то еще? Ну, раз уже наметились какие-то дополнительные планы, значит, скоро можно ожидать и следующего квеста. Даже, может, несмотря на уже наступающую зиму, есть такая вероятность? Да, конечно, есть такая вероятность, и зимний квест, они по-своему прекрасны. И вот этот наш проект, он в рамках, да, вот этого проекта «Подизнай», мы решили дальше развиваться и продолжить этот проект, несмотря на то, что там проект «Подизнай» закончится или еще что-то. И исходя из того, что мы берем за основу какие-то традиции, обычаи народов, в данном случае проживающих на территории республики, мы решили назвать наш проект «Сокровища наций». То есть вся та информация, которая хранится у народов республики, у меня уже были общения с нашими коллегами из национально-культурных центров, и где мы им предложили поучаствовать, чтобы они нам подсказали какой-то сюжет своих легенд, традиций, обычаев. Они с радостью отозвались, говорят, мы будем участвовать, давайте вместе сотрудничать. И мы хотим этот проект, вот именно межнациональные отношения, чтобы укреплялись. И в данном случае люди познают культуру, обычаи, традиции другого народа, разных народов, которые проживают на нашей республике. Ну вот вы, получается, начали, ну вот с таких, с основных, там, вот сейчас начали русские сказки, потом пойдет нарский эпос, ну то есть есть вероятность, что это и другие будут, и, соответственно, вовлекать в это все представителей других там национально-культурных обществ, в принципе, самих диаспор. Про планы мы поговорили. Что ж, может быть, вы хотели бы еще что-то рассказать, поделиться впечатлениями, Ксения, может быть, вы что-то добавите? Вообще этот проект не только для детей важен, но и для нас, как для педагогов, потому что для нас это отличная возможность развиваться, узнавать какие-то новые практики образовательные. И дети, с которыми мы работаем, они смотрят на нас уже не просто как на педагогов, но и как уже на каких-то, может быть, близких друзей. Ну, не близких друзей, может быть, близких по духу людей. И мы с ними общаемся уже, мы с ними очень хорошо общаемся, и я надеюсь, что наш проект будет развиваться и продолжаться. Хотела еще такой вопрос задать. Вот вы сказали, что суть этого проекта в том, чтобы взрослые и дети сотрудничали, да? И вот понятно, что взрослые могут дать детям, они могут что-то знать там больше, чем дети. А вот что дети дают именно взрослым? Давайте я отвечу на этот вопрос. Дети дают очень многое, потому что дети, вот, подростковое поколение, там, сколько, 14-15 лет ребятам, да, они, как сейчас модно говорить, в тренде, да, они знают, что, да, вот мы говорили о каких-то вещах, вот, допустим, давайте какую-то музыку подберем к какому-то ролику или еще что-то.
И кто-то из взрослых экспертов говорит, дети предложили, давайте, может быть, Мияги. И кто-то из взрослых говорит, Мияги сейчас, говорит, там из каждого утюга. Потом еще одна девочка говорит, мне тоже нравится Мияги. Я говорю, все, у нас Мияги будет в ролике. То есть они чувствуют вот это, то, что этот же проект больше ориентирован на подростковое, На аудиторию да, подростков. подростковое поколение, и они более чувствуют, что сейчас модно, что может зацепить этих ребят. Да. Да. И основная, как бы, движущая сила — это дети. Они сами, они разбивают роли, получают свои роли в данном проекте. Кто-то там аналитик, кто-то оператор, кто-то спикер, кто-то еще, какие-то разные роли. И каждый понимает, за что он отвечает. И вот данное мы скинули не ролик, а пару видео. Оно пускай будет не профессионально снято, но это снято детьми, это уже для них какой-то опыт. И я хочу пригласить, мы открыты для всех, мы готовы сотрудничать со всеми. Если кто-то хочет присоединиться к нашему проекту, помочь в тех или иных вещах, неважно, там, с костюмами, с монтажом, со съемками или еще с чем-то, этот проект будет еще больше, лучше и круче. Потому что данный проект объединяет в себе очень много. Это и туризм, это и какие-то знания национальных культурных традиций, это и спорт, это и досуг, и все остальное. И мы точечно не можем прийти там, в Минобр там, или в Миннаци, или в Минспорта, чтобы как-то реализовать. Это проект, объединяющий большой, скажем так, пласт. И это интересно детям, опять же, повторюсь. И я вот хочу обратиться к студентам, к школьникам. Если у кого-то вызвал интерес, вы можете с нами связаться, мы можем с вами посотрудничать очень плотно, потому что нам нужны все. Нам люди нужны в реализации данного проекта. Точно так же и телевидение нам нужно. Вот, да. Я думаю, если получится, вот уже к Вест-Анарском эпосе мы можем снять более профессионально. И если говорить в разрезе того, что в данном, на сегодняшний день активно у нас развивается туризм, то мы данные квесты можем предлагать и туристам, которые приезжают посмотреть нашу республику, и с помощью этих квестов они смогут познакомиться с культурой. Да, в данном случае погрузиться, на Арскепос, либо еще какие-то другие культуры. Мы можем даже сделать смешанный какой-то. Разные у нас, потому что даже есть один из сюжетов, это такой патриотический больше сюжет о битве за Кавказ. Он называется, там такое начальное название «Энигма». Там ребята ищут шифровальную машинку. Тоже интересный квест. Это уже непосредственно о знаниях истории Второй мировой войны. Что ж, мы искренне надеемся, что на ваш призыв отзовутся волонтеры и будущие участники ваших проектов. И желаем вам больших успехов в том, чем вы занимаетесь. Я надеюсь, что действительно эти квесты, они получат какое-то развитие и смогут действительно даже стать где-то и визитной карточкой нашей республики. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. В Музее театрального искусства во Владикавказе проходит выставка работ народного художника России Магреза Ильича Келексаева. Экспозиция открылась в рамках акции «Ночь музеев», и она необычна тем, что представлены сценографические эскизы. Несколько десятков лет кисть мастера на службе у Мельпомены. О тонкостях работы художника в театре поговорим с Магрезом Ильичем Келексаевым. Здравствуйте, Магрез Ильич. Добрый вечер. Поздравляем вас с открытием выставки. Спасибо. И хочется спросить, почему именно сделан акцент на театральных работах, не на станковой живописи, а именно на сценографии? Я художник, в первую очередь, театральный. Вы себя в первую очередь театральным в Астинском театре 20 лет проработал, честно. И удалось мне
достичь каких-то высот, потому что в театре работали великие режиссеры, актеры. Как раз в 1974 году я приехал, там как раз и Тхапсаев, и Хоромов, и Федя Калагов, и много-много великих актеров. Саламов. Я гордился, я их знал хорошо. И радовался, с ними я и работаю. А расскажите вообще, как началась ваша работа в театре, с чего она началась, как вы вливались в эту работу, и с такими именитыми работать режиссерами, актерами, каково это было? Но я учился в Академии художеств Ленинграда на живописи. И когда я переходил уже на 3-й курс, там переходят на отдельный факультет. То есть, и мне мой бывший педагог Григорий Сергеевич Кутаев посоветовал, что лучше на театральный пойди, потому что в театре постоянно работает, а живописцем то бывает заказ, то не бывает. Поэтому я перешел туда и не ошибся я. Правда, очень трудно было на театральном, потому что там надо было много знать. Все время надо было в библиотеке материалы искать, читать много и произведений великих мастеров. Поэтому мне понравилась эта профессия. И когда я закончил, меня пригласили в Владивосток. Уже договор заключили. Должен был завтра уехать. И вдруг из Северной Осетии Астинский театр во главе, тогда директор был Цихиев Майрбек, пригласил меня художником в Астинский театр. Я обрадовался тут же, отказался от своего договора с Владивостоком театром и приехал в 1974 году и поработал. А расскажите, пожалуйста, вот чем именно отличается работа театрального художника от просто работы художника станковой живописи? Да, это сложнее, а вот как объяснить непосвященному человеку, в чем эта сложность заключается? Ну, и там, и художникам тоже трудно, кто хочет работать хорошо. Но театральное лучше тем, что ты читаешь великих произведений Шекспира, допустим. Потом смотришь аналогов, как делали другие художники, другие режиссеры. И надо придумать свое собственное решение, чтобы это было на уровне этих великих художников тоже. Я так и работал, и в театре в Астинском мне посчастливилось там. Великий, я можно так сказать, что режиссер был Георгий Дементьевич Хугаев. И вот мы друг друга поняли, он мне доверял все. Никогда никакой подсказки он мне не делал, потому что я сам, когда самостоятельно работаешь, то лучше придумываешь, чем кого-то слушать или пользоваться чужими подсказками. И вот мы с ними много спектаклей сделали, иногда даже труднее было, конечно, когда худсовет все критикует, они каждый по-своему понимает. А мы именно 3 спектакля, это на дне Тиман Афинский и Фатима Хетагурова. Наши эскизы, решения худсовет не принял. Почему, не знаю, потому что они были не похожи ни на чего, на кого. Но мы с Хугаевым все-таки решили сами сделать эти, без решения худсовета. То есть потом пошли против, да? Да. И эти спектакли оказались самыми лучшими. И даже Тиман Афинский был как раз-таки, вы за него госпремию, да, получили? Государственную премию, там несколько актеров и художник, и режиссер.
А на дне здесь выставили на Костаевской премии, но здесь не прошел, но когда гастроли потом приехали в Москву и показывали, они ахнули, что это великий спектакль, и сказали, что если в прошлом году вы привезли на Горьковские песни фестиваль, вы бы получили государственную премию СССР. Но вы опоздали. Поэтому министр культуры СССР нам, Хугаеву, и мне еще добавили как бы денежную премию. Это очень приятно. А вот вы говорите, да, что худсовет не принял эти работы, но тем не менее они стали одними из самых успешных. А вот что именно было такое новаторское, что худсовет не мог еще это воспринять? Ну, потому что вот Тимон Афинский нигде не ставили, только в Англии где-то один раз пробовали, потому что это очень трудный спектакль был. И все боялись, и все что-то предлагали то, что они уже увидели где-то на сцене. Члены худсовета всегда предлагают, и им нравится то, что они хорошего видели. А мы хотели по-другому как-то решить. То есть там как бы одно целое, и как бы я так придумал, что как бы золотая монета отвалилась от занавеса и стал как бы подиумом. На этом подиуме и кушали, и пировали, и танцевали. И это, то есть то стол превращался, то монета, то там же о деньгах все. Какой-то, ну, не знаю, в Москве оценили очень. Лучшие критики хвалили. А на ваш взгляд, какая из театральных работ, вот, может быть, Тимон Афинский или какая-то другая, для вас была самой сложной? Ну, сложные они всегда сложные, но я с удовольствием делал. И делал очень много, и читал много, и знал. Когда учился, тоже мой профессор, покойный Сигаль, такой был Александр. И он всегда, когда работал, и смотрел, он всегда похлопывал меня по плечу. Будешь народным художником. И так и случилось. Сбылось пророчество. А вот еще такой вопрос я хотела бы задать. Вот станковые работы, понятно, они уходят в коллекции, они уходят в музей и так далее. А вот театральные работы, что с ними происходит в дальнейшем? Вот я почему вот выставку сделал, потому что именно вот то, что сохранил, у меня много эскизов, а многие вот пропадают вот так. Или кому-то подарили, или кто-то унес. Или... А их надо всегда приобретать для музея, чтобы сохранилось. И этими сохраняешь историю театра, историю декорационного искусства и так далее. И эти эскизы приобрели театральный музей. Спасибо директору музея и Министерству культуры. Спасибо, что они решились и купили их, и теперь они будут в музее. А остальные пропадают все. Бывают и костюмы, и всякие эти эскизы много, они пропадают, исчезают. К сожалению, многие хорошие художники в Астинском театре работали, и так и работы и пропали, и художников тоже. Ничего не говорят, ничего не пишут. Мне это не нравится лично. Ну и вот эта выставка – это способ, да, сохранить эту память, эту историю театрального искусства, сценографического искусства. А вот такой вопрос. Вас назвали живописцем в театре и театральным художником в живописи. Вот как вы думаете, почему вас так назвали? Ну, я, по идее, живописец, потому что я живописью тоже занимаюсь. Я одновременно работал в театре, преподавал в художественное училище и участвовал на всесоюзных, на всероссийских выставках как живописец, как театральный художник и педагог. То есть
3 функции, 3 художника я И выполняю. нельзя выделить какую-то одну, все равнозначные. Ну, я люблю и преподавать, и пишу картины очень много. Кстати, скоро в Моздоке будет моя персональная выставка. Это следующее воскресенье, пятницу, следующей неделе. В следующую пятницу Нет, в а Моздоке следующую. будет ваша персональная выставка. То есть что уже приглашаю. анонсируем нашим телезрителям. И такой еще вопрос хотела я задать. Вот вас называют создателем направления в сценографическом именно искусстве. А вот чем характеризуется ваш вот этот стиль? У вас очень узнаваемый стиль и в станковой живописи, и в сценографии. Но вот вы сами как бы характеризовали, какой главный принцип, чем вы руководствуетесь при создании своих работ? Ну, у художников есть такое понятие. Каждый должен быть индивидуален. То есть ничей почерк не надо, ничей традиции, никакого. То есть надо быть индивидуальным, свое собственное, чтобы было. И ни на кого не похоже. Конечно, школа есть школа, но школа, отталкиваясь от школы, дальше надо свое собственное стиль надо найти. Поэтому я тоже искал и нашел. И своим ученикам тоже так говорю, чтобы они под меня не делали, но делали лучше. Делали лучше, какая хорошая фраза, да. Хочется вот еще о ваших учениках, чтобы вы рассказали, как вы передаете вот эти знания. Это больше словами, или это больше примерами, или это больше через литературу? Как? Ну, учеников у меня много хороших, которые стали великими художниками, можно так сказать, академиками стали уже. Допустим, Абисалов Юра, это тоже мой ученик. Потом многие молодых художников, все мои ученики. Многие работают в Москве. И Басаев, и Маргиев, наш председатель Союза. Они все мои ученики. И много очень красивых девушек, которые красиво пишут и стали хорошими художниками. Спасибо вам, Магрез Ильич. Еще раз поздравляем вас с вашей выставкой. И мы надеемся, что та выставка, которая вам предстоит в Моздоке, тоже пройдет блестяще. И будет много гостей. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Спасибо А сейчас, за приглашение. а сейчас продолжим нашу программу сразу после рекламы. От искусства в нашей программе переходим к живой природе. Лео, Хоста и Лаура живы, здоровы и благополучно осваивают лесные массивы Северной Осетии. Это краткое содержание отчета специалистов Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. Выпущенные в Северной Осетии леопарды за 3,5 месяца прекрасно освоились на воле. Научная группа непрерывно продолжает вести мониторинг выпущенных леопардов в Северной Осетии, а детали узнаем из первых уст. Здравствуйте, Мадина Заур. Я знаю, что вы занимаетесь вопросами сохранения популяции леопардов довольно давно и плотно, и в этом есть большая ваша заслуга. Но все-таки хотелось бы поговорить вот сейчас конкретно о тех леопардах, которые были вот недавно выпущены, и о том, как ведется мониторинг. Я не знаю, с кого лучше начать. С вас, Мадина. Я начну, расскажу, в чем особенность этого нашего выпуска. Да. У нас 3 кошки в этот раз, и это, конечно, дает такую нагрузку на мониторинговую группу. Вот. И хочу сказать, что здесь используются как традиционные методы мониторинга, то есть это как-то тропления, да, следов, так и технические. То есть здесь и фотоловушки помогают, и ошейники, которыми снабжены все кошки выпущенные, из которых мы получаем очень много информации. В этот выпуск мы также обладаем возможностью отслеживать активность кошек. Она тоже к нам сразу приходит в институт к специалистам, которые мониторингом занимаются.
оттуда, а здесь большая нагрузка на членах мониторинговой группы здесь на месте. Это зоологи Северо-Осетинского государственного природного заповедника Заурбек Цуцев и Павел Вейнберг. Вот, за что им большое спасибо. Их вклад в мониторинг очень важен. И очень здорово, что у нас такие специалисты здесь на месте есть. Заур, тогда к вам перейдем. Расскажите о том, как именно проходит мониторинг. Вы работаете в какое время? Вам приходится работать в горной местности, да, насколько я знаю. Расскажите, как это происходит и как удается, ну, довольно полная информация, и уже и в прессу она вышла, да, довольно полная информация о том, как ведут себя, как чувствуют себя леопарды в республике. Как удается вот эту картину складывать? Да, выпущенные леопарды у нас уже более 3 месяцев. За это время мы выяснили, что чувствуют они себя хорошо, в отличие от зоологов, которые бегают за ними по крутым склонам. Получаем данные. Основная обработка материалов идет благодаря ошейникам, которые висят на каждом леопарде. Каждый час они посылают данные. Эти данные в сутки раз, да, по-моему, приходят в центр в Москве. Если леопард сутки сидит на одном месте, это значит, он кого-то добыл. Просто так он там сидеть не будет. После того, как он покидает это место, нам скидывают координаты. Мы смотрим на картах, где точно это место, как к нему пройти. Выбираем, подстраиваемся опять же под погоду, чтобы нам ничего не помешало. И выходим к этому месту. Правда, чаще всего это на картах, на картинках все бывает красиво, хорошо, но уже на месте нам приходится переигрывать все наши маршруты. Так нас балует, можно сказать, самка Лаура. Она охотится в наиболее таких труднодоступных районах. Последние 2 охоты нам не удалось проверить из-за труднодоступности места. А как проверить? То есть вы приезжаете на место и смотрите, есть ли там останки животных? Или как? Да, мы... Координаты бывают довольно точные. Это бывает скопление точек. Мы, если доходим до места, то уже по месту смотрим, кого они добыли. Вот, Лаура чаще всего у нас охотится на косуль. Она такой у нас специалист по косулям сейчас. Хоть и добывает их, как я уже говорил, в очень труднодоступных местах. Но в перерывах она добывает также барсуков, шакалов, такую мелочь, с которой полегче которую добыть. Совершенно по-другому ведут себя Хоста и Лео. Это, можно сказать, такие вот лентяи, что ли. Ну, как всегда, девочки впереди же кошки. Они не любят подниматься высоко в горы. Хотя у Лео было пару заходов, но он там не охотился, он возвращался пониже. И там он добывал тоже там всякую мелочь, что-то вроде шакалов, барсуков. Но Хоста больше делает акцент на енотовидных собаках. Буквально вот предпоследняя ее охота, она добыла сразу 2 енотовидных собак. А енотовидные собаки, к своему несчастью, ходят парами. И вот в моменте, когда она добыла, видимо, одну, другая не хотела ее оставлять и тоже пошла, можно сказать, на ужин Хосте. Вот они лежали рядом с друг другом. А вообще между собой леопарды общаются? Они пересекаются как-то? Конкретно вот выпущенные Да. особи, опять же, если анализировать данные с ошейников, ни разу еще не пересекаются. Ну, имеется в виду, в одно и то же время, в одно и то же месте они ни разу не были. Но они посещают места охоты друг друга. Так, например, Хоста часто посещает места охоты Лео и наоборот. То есть у них там другая немножко система Да. общения через биологическое сигнальное поле. То есть они оставляют метки, там, разные запахи. И они прекрасно знают, где кто из них находится. И сразу после выпуска они разошлись в 3 разные стороны от урмонского заказника, чтобы друг другу не мешать. То есть в пространстве они друг друга очень хорошо чувствуют. А это вообще такое свойство этого вида, что они такие свободолюбивые и очень очерченное у них личное пространство? Индивидуалисты, да. Ну, да, конечно, как большие крупные кошки, кроме львов, да.
А вот сейчас приближается зима, вы говорите, что животные довольно хорошо адаптировались, ну вот в этом сезоне. А вот что их ждет зимой, можно ли сейчас об этом уже говорить? Ну, судя по тому, как успешно они охотятся, ну, это раз они много едят, значит, они нагуливают, можно сказать, жирок. А жир, он помогает пережить зиму. Так что думаем, зимой им и охотиться, благодаря этому жиру им и охотиться меньше придется, и они легче переживут зиму. А там уже весна, там уже появятся у потенциальной добычи детеныши, которых будет еще легче добывать. Я думаю, все будет отлично у них. Хотела еще такой вопрос задать. Да, они живут в довольно-таки труднодоступных местах, но тем не менее, возможна ли встреча с браконьерами? Теоретически возможно, потому что браконьеры — это такого рода, мне не хочется называть их людьми, их в погоне за наживой, наверное, не остановят никакие преграды. Они бывают в таких местах, что и там можно того же самого леопарда встретить. Но мы надеемся на осознанность этих браконьеров. Надеюсь, они понимают, что это за вид. И потом велась работа, вот Мадина свидетель, Мадим подробнее расскажет об этом. Просветительская работа, конечно, тоже, мы надеемся, повлияет на и браконьеров, и поможет сделать их нашими соратниками даже. Я так рассчитываю. Ну и тут нам не нужно, конечно, забывать про уголовную ответственность. Этот вид краснокнижный, он в Красной книге России и за добычу, и даже за содействие в добыче или продаже каких-то элементов этого животного грозит очень большой штраф и многомиллионный, и реально уголовный срок. Так что мы рассчитываем и на сознательность, и помимо на сознательности еще есть да. и УКРФ, что тоже, конечно, добавляет весомости. Еще хотела спросить вот о чем. Защита барсов, безусловно, и у вас велась активная, действительно, просветительская работа, общение с людьми, в том числе и эфиры на телевидении. Но все-таки есть ли вероятность встречи с случайными, скажем так, людьми, да? То есть, да, барсы, они обитают вот в таких местах, где обычно не гуляют простые люди, но тем не менее встречи с человеком, и в этом случае какие действия актуальны? Ну, во-первых, надо понимать, что животные, в основном все дикие животные, избегают встреч с человеком. И гораздо раньше, чем мы, понимают на тропе, что рядом находится человек, да, и самостоятельно там куда-то скрываются. Но действительно возможны какие-то такие выходы, там, тех же медведей, вот Заур тоже часто встречает, можно сказать, хотя они тоже не стремятся, конечно, к таким встречам. И тут простые правила. Самое первое, что нужно делать, это не убегать, вот, потому что здесь нужно понимать, что у хищников особые поведенческие особенности, и если они увидят тебя убегающим, значит, ты добыча. Значит, ты добыча, ты сам себя так повел, да. Вот. Отходить, не упускать вида животных, дать ему тоже возможность уйти с этого места, потому что он не стремится, опять же, не только встретиться, но и дальше как-то развивать это общение, и нужно дать ему возможность тоже это место покинуть, не зажимать его куда-то в угол. Вот. И, такие встречи действительно очень редки. Вот у нас и Заур уже с 2018 года, как член мониторинговой группы, участвует в проекте. У нас есть еще Олимп Хитиков, и он занимается этим вопросом с 2016 года, с самых первых выпусков. Это те люди, которые непосредственно бывают на местах охоты леопардов, ходят, можно сказать, за ними по пятам, при этом ни разу сами не встречали. Но действительно такие встречи возможны, и чаще они
даже нам в плюс идут в программе, потому что мы вот когда-то был случай, потеряли связь с леопардом Батразом, вы помните, и несколько месяцев не знали, где он находится, что с ним. И тут нам помогла как раз такая сеть волонтеров и простых жителей, которые заметили этого леопарда на дороге, у дороги, вот, где он спокойно лежал у обочины, вот, и они сняли его на камеру телефона, вот, и тут же сообщили нам, что тоже как раз правильное поведение, не выкладывать там в сеть куда-то, а конкретно сообщить специалистам. И мы таким образом добыли вообще такие радостные новости о том, что с Батразом все нормально, он жив. Он скинул ошейник? Ошейник, вот именно вот этот передатчик, GPS-передатчик перестал работать. Да, спутниковая связь была Спутниковая потеряна. связь, при этом там другие функции работали на ошейнике, да, и Заур впоследствии потом другими методами вот мониторинга уже следил за этим леопардом. В общем, то есть мы тут на самом деле меньше тревоги у нас есть, потому что мы понимаем, что эти встречи редки, и, в принципе, в них нет такого большого опасения, потому что и животные перед выпуском проверяются на реакцию на человека, у них и нет никакого там агрессивного и даже любопытного поведения по отношению к человеку, скорее больший страх, чем даже у нас к ним. Вот. Но тут бы хотелось еще сделать, расширить так круг таких членов мониторинговой группы, то есть те же альпинисты, туристы, местные жители могут стать немножко тоже нашими зоологами, помощниками, потому что многие скидывают фотографии следов и могут тоже добыть нам какую-то информацию. Как я уже говорила, зоологов у нас только 2, но мы все можем им помочь. Но при этом важно эти следы правильно фотографировать, снимать, чтобы мы тоже могли точно распознать в них наши специалисты, а именно леопардов. Вот, фотографировать с масштабом и с каким-то предметом, который потом... Для сравнения, чтобы мы могли точно размер следа узнать. Вот. Ну и прежде всего легко даже самостоятельно отличить след леопарда, след кошачий от псовых, от там, волка, шакала, лисы. То есть это, в принципе, след там подушечка и 4 пальца, но у кошачьих верхняя часть подушечки, у нее там 2 бугорка. В отличие от псовых, где 1 только бугорок. Вот можете посмотреть след собаки там любой или кошки домашней, вот, и сможете тоже сравнить. Вот. А дальше уже вопрос размера этого следа. Если подушечка там от 7 сантиметров сама, то, скорее всего, это след леопарда. Если меньше, то, скорее всего, рысь. Но все эти данные можно сбрасывать нам, как на наши странички в соцсетях, так даже и лично, любым специалистам. Мы все в одной команде работаем, вся эта информация дойдет до ученых. А странички в соцсетях как называются, чтобы... «Возвращение Барса», есть и сайт возвращениебарса.рф, и в Телеграме у нас есть канал, так что Барса-сети, так что будем рады всей информации. Заур, вот Мадина говорит, что несмотря на все ваши усилия и активные наблюдения, все-таки встретиться лицом к лицу с леопардами не удавалось, да? Да, хотя вот на одной из проверок кластера Лео почему-то УКВ сигнал, перед тем, как подходить к потенциальной добыче, мы включаем приемник, слушаем УКВ сигнал, если он есть, то мы стараемся пошуметь, чтобы он услышал нас и ушел. Тут УКВ сигнала мы не слышим, значит, все в порядке, подходим к жертве, сделали все наблюдения, записи. И уже когда вернулись, на следующий день приходят данные из ошейников. Что он там был в это время? Он был в 40 метрах от нас. Ух ты, то есть он вас видел, а вы Наверняка он нас видел, он нас слышал. И думал, мою добычу хотят забрать. И, как полагается правильному хищнику, он отошел в сторону, да, не принял никаких мер. Ну, у вас есть опыт встречи с другими дикими животными, большой, как я понимаю. Да, это в основном медведи. Из опасных это медведи. Вот буквально на прошлой неделе мы были с коллегой на проверке фотоловушек. И на привале
я услышал, ну сейчас осень, листва падает, и вот это облегчает работу, чьи-то шаги. Мы присмотрелись, и нам навстречу шла медведица с 3 медвежатами. 3 медвежатами. Да, и коллега взялся за камеру, начал там что-то собирать, а мне в голову, я не знал, что мне в этот момент стукнуло, говорю, надо голос подать. И она вношу, я говорю, И она развернулась просто и убежала. И потом полчаса коллега на меня ворчал, зачем ты ее напугал, надо было ее снять. Ну, 3 еще и медвежатами, да. так интересно. Ну что ж, спасибо большое за такое подробное интервью, и я надеюсь, что ваша работа будет плодотворной и успешной, и в плане пропаганды, да, и разъяснительной работы, и в плане наблюдения за животными и исследованием их поведения. Спасибо большое, что пришли сегодня. Спасибо за приглашение. А наше эфирное время подходит к концу. Мы прощаемся, благодарим вас за внимание и до встречи в эфире.